Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі видеода біз маған ұнайтын қазақтың салт дәстүрлер туралы әңгіме айтамыз. Ал кеттік. Во-первых, я хочу сказать, что у казахов в культуре очень много традиций, просто огромное количество традиций, которые в одном видео рассказать просто нереально. Их можно прям делить по блокам: свадебные традиции, традиции гостеприимства, традиции прощания, бытовые традиции и так далее. Но в этом видео я сделаю такую подборку, в котором расскажу о тех традициях, которые нравятся лично мне и вызывают у меня отклик. Поэтому не забывайте ставить лайк на это видео, писать в комментариях о ваших любимых традициях или о тех, которых вы хотите, чтобы я рассказала, может быть, на казахском языке. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Сразу расскажу о бытовых традициях, которые мне очень нравятся и которых я не встречала в других культурах. Первое – это сүйінші. Знаете, что это такое? Сүйінші – это добрая весть, и человеку, который эту весть приносит, дают какой-то подарок или как-то его благодарят. Раньше, например, дети там бегали по аулу, вот я такие фильмы видела и кричали «Сүйінші, сүйінші, келеңсті», например. Еще есть такая традиция, как көрімдік. Это условно какой-то тоже подарок или что-то, когда ты даешь человеку за то, что он тебе показал в первый раз. Например, человек купил машину в первый раз или там телефон. И вот для того, чтобы поддержать его начинание, поддержать его в целом, дают көрімдік. Следующая традиция – это цаукесу. Цаукесу – это разрезание пут. Это достаточно популярная традиция текущего времени, которую постоянно празднуют, обычно, когда ребенку исполняется год, но на самом деле это не привязано вообще именно к 1 году жизни или там в 1,5 года. Цаукесу делается тогда, когда ребенок готов пойти, ему обвязывают ножки веревками, путами, и приглашают уважаемого человека именно для этой семьи, который разрезает ему эти веревки. Если говорить о простом значении традиции, то разрезав эти веревки, то мы говорим, что этот ребенок будет хорошо бегать и хорошо ходить. Но есть сакральное значение у этой традиции, и это как раз-таки о том, что этот человек, маленький человек, да, которому разрезают путы, чтобы он шел по жизни, не оступаясь, чтобы у него была хорошая дорога, ахжол, и чтобы у него вот этот человек уважаемый, зачем приглашается, да, для разрезания пут, именно для того, чтобы дать тем самым вот благословение этому человеку, маленькому ребенку, на хороший путь и на хорошие свершения в своей жизни. И, кстати, потом в конце этого пути часто делают так, что раскладывают какие-то предметы, и ребенок их выбирает. Как будто он выбирает направление в своей жизни. Например, кладут деньги, книгу. Каждый привязывает, родитель, какой-то свой смысл к тому, какой предмет возьмет ребенок. Там книгу, значит, он будет там ученым каким-то или заниматься гуманитарными трудами. Если он берет там, к примеру, деньги, то будет со стороны там денег бизнесменом, бизнесом заниматься, к примеру. Такая интересная традиция. Традиция, которая является примером помощи и проявления заботы и любви к пожилым людям, является бель-котерер. В формате этой традиции семья готовит какие-то угощения, накрывает стол для пожилых людей своего рода, своей семьи и накрывает для них дастархан. Дастархан – это значит пышный стол. Вы когда-нибудь делали такую традицию, реализовали этот ритуал? Я еще этого не видела, но изучила эту традицию, и мне очень понравился ее смысл. Қонағының алғысы алтыннан қымбат дейді. Есть такая пословица, что благодарность гостя дороже золота. Вообще у казахов очень много пословиц, поговорок на тему гостеприимства. И это не зря, потому что и традиций, обычаев на тему гостя тоже очень и очень много. И я сейчас расскажу вам об одной из них, которая мне очень нравится. Қонақ асы – это обычай, связанный с угощением гостя. Арнайы қонақ – это специальный гость, которого ты ждешь, да, и готовишь для него обязательно угощение. Құдайы қонақ – это случайный гость. Дырма қонақ – это нежданный гость. И вот если хозяин дома не исполнял эту традицию қонақ асы,
то говорят, что раньше, вот в древности, даже были штрафные санкции применялись к таким домам. Но еще второй момент, что казахи верили, что такой гость, который уйдет недовольным, да, которого не встретили как положено, может там наслать какие-то проклятия или какие-то нехорошие слова сказать, и это повлияет вот на жизнь семьи. У казахов даже есть традиция, как усаживать гостей, на какие места, есть более почетные места и так далее. Конакасы, что накрывали? Да? Накрывали на самом деле кумыс, шубат, чай с молоком, баурсаки, лепешки. Если гость почетный, то накрывали мясо, делали, бешбармак и так далее. Казахи верили, что грех одного казаха падал на весь род, поэтому очень трепетно относились к традициям гостеприимства. А вы сейчас тоже так же встречаете своих гостей. Перейдем к следующей традиции. Это традиция казузату. Мне очень нравится. Я была не раз на праздниках казузату. Я смотрела традиции, как правильно проводить казузату. Казузату — это проводы невесты, когда она прощается с отчим домом и уходит в дом жениха. Обычно начинается вечером, и ночью невеста уходит в дом своего жениха, ее уводят. На самом деле, вот я сколько искала информации, очень много и разных толков о том, как должен проводиться казузату. Мне очень нравится песня прощальная, это Сансу. На этой песне я всегда плачу на всех тоях. Мне кажется, вообще нет женщины, которая не плачет под Сансу. И вот очень нежный праздник, когда невеста прощается со своим домом. Сансу раньше девушки пели сами, сочиняли сами, рассказывали о том, как они любят свой дом, как они любят родителей, как они будут скучать. Это была не просто песня, под которую девушка, вот как сейчас, да, идет, ахжола, она уходит. Это была песня, в которой она воспевала всю свою любовь к отчему дому, о том, как она будет скучать, и о том, как она благодарна родителям и той семье, в которой она выросла, за детство, за жизнь. Очень трогательный момент. И когда невеста попадала в дом жениха, ей расплетали одну косу и заплетали в 2 косы, что означало, что у нее начинается супружеская жизнь, и 2 косы в конце заплетали все же в одну, соединяли. И это говорило о том, что жизнь в браке будет у нее крепкой и неразлучная. У казахов есть пословица «Жауын менен жер көгерер, бата менен ел көгерер», что означает, что с дождем процветает земля, а с благословением процветает страна. И это традиция бата. Бата — это условно или даже в прямом смысле благословение, которое дается человеку, который уходит из гостей, или, например, на том же самом празднике, да, чтобы праздник прошел хорошо. Бата — это благословение, которое в любой важный момент жизни человека может быть произнесено. И это на самом деле классная такая психологическая поддержка и помощь. С приходом ислама казахи, когда начали принимать ислам, эта традиция еще больше усилилась, потому что в Коране многие суры содержат благословения. Очень часто бата произносится в поэтической форме, ну, по крайней мере, раньше. Мне нравится присутствовать на казахских праздниках, когда произносят бата. Очень классная атмосфера, когда люди чуть-чуть склоняют голову, они внимательно слушают, они вот принимают это благословение на себя. И это такая, знаете, такое единение и медитация. Очень круто. В общем, бата сіздің анасы. Достар, я надеюсь, что вам понравилась моя подборка традиций. Если это видео наберет 1000 лайков, то я сниму отдельные видео про гостеприимство, про традиции гостеприимства у казахов. Поддержите мои видео. Спасибо. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.